Господин посол, у нас сегодня в Вулканештах, он первый раз, насколько я как понял, да? Мы немножко проводили дискуссии, обсудили проблемы нашего города, какие проекты были у нас реализованы, которые мы реализовываем. Сегодня мы все собрались для того, что если у кого-то есть какие-то вопросы, проблемы, и будем искать решение этих проблем. Правильно, господин посол? Пожалуйста, кому слово? Ну, наверное, тогда мне сам себя включу микрофон. Уважаемый господин примар, уважаемые участники, я очень рад быть вместе с вами. И для нас это уже такая традиция, что мы общаемся с представителями разных частей Республики Молдовы, чтобы поговорить о том, что есть Европейский Союз, что он не представляет из себя и какие возможности для каждого из граждан и в любой части Республики Молдовы. Поскольку у каждого, конечно, есть свои интересы и свои возможности. Если вы представитель примарии, у вас есть одни возможности, если вы представитель бизнеса, у вас будут другие интересы. Но мы в этих презентациях стараемся представить всю информацию, чтобы каждый мог для себя что-то начать. Почему это для нас важно? Это не в последнюю очередь связано с тем, что Республика Молдова движется к тому, чтобы быть полноценным членом Европейского Союза в будущем. И, конечно, это зависит тоже от политических предпочтений каждого, но мы даем возможность для всех. Иногда нас спрашивают, почему вы внедряете проекты в Гагаузию, если отношение к Евросоюзу в Гагаузии нет, скажем так, неоднозначно. И наш ответ довольно прост. Это потому, что для нас важно, чтобы для всех частей Республики Молдова, у всех ее граждан были равные возможности развивать свой регион и экономически, и социально. Сегодня, например, мы участвовали в открытии в Копчаке социального центра, где малоимущие люди смогут пообедать теплым обедом или вымыть свои вещи в social laundry, в прачечной, спасибо. То есть, я думаю, что это почти само собой разумеется, что такие необходимости не связаны с тем, за кого или за что люди хотят голосовать. И поэтому мы хотели продолжить этот диалог и здесь. И я, и мои коллеги, я здесь с своим коллегом Василием Пламадяло, который является специалистом по торговле в нашей делегации, а Рикой Бутнарь, которая будет, у нее будет и презентация тех возможностей, которые есть у разных представителей участвовать в проектах Евросоюза. Мы готовы отвечать на разного рода вопросы, будь это по экономике, будь это по политике. И иногда я вижу в интервью, когда на улицах спрашивают, почему люди в Гагаузии против Евросоюза, я слышу, потому что там гей-браки. Но если вас интересуют гей-браки, я тоже готов ответить о гей-браках. То есть, если у вас есть какие-то и такого рода вопросы, пожалуйста, задавайте. Но для нас это, скажем так, это не центральный вопрос. Для нас Европейский Союз – это в первую очередь проект мира. И это реальность, что то, что Европейскому Союзу удавалось сделать за последние почти 80 лет, это почти чудо, поскольку страны, которые входят в Евросоюз, раньше на протяжении веков всегда между собой воевали.
И после Второй мировой войны был создан этот механизм, объединяя ресурсы, которые необходимы для войны, чтобы не было просто этой возможности одному с другим воевать. И только потом государства поняли, что это не только хорошо для мира, но и хорошо для экономики. И от этого мы росли. Но, кстати, всегда этот посыл, что Евросоюз не только о торговле, он сохранялся. Поэтому наши проекты в Республике Молдова, даже когда Республика Молдова не была кандидатом на членство Евросоюза, так же, как мы внедряем проекты в других частях мира, это проявление наших ценностей. И ценности, которые исходят из этого проекта мира, в том числе такие ценности, как солидарность, и мы очень признательны и гражданам Республики Молдова, что вы разделяете эти ценности, что мы очень хорошо могли видеть, когда после агрессии России на Украину пришла эта большая волна беженцев, которых вы приютили у себя, в том числе, как я понимаю, здесь, в Вулканештах. И, конечно, другой аспект, который сегодня немаловажен, это всякого рода дезинформации о том, что Европейский Союз есть и нет. Поэтому я надеюсь, что у нас будет возможность иметь такой открытый, прямой диалог. Может быть, немножко по тому, как направляются наши проекты здесь в стране. Я уже упомянул эту социальную часть, но Молдова — это не только социальный проект, это тоже экономика, это тоже торговля. И мы рады, что уже на протяжении 20 лет Евросоюз является самым большим партнером торговли Республики Молдовы и самым большим рынком для экспорта. Я знаю, что здесь у вас есть значительные производители фруктов, и, конечно, и здесь есть большие возможности для экспорта в страны Евросоюза, и я призываю эти возможности использовать. Есть, конечно, одно большое «но». У Евросоюза есть требования по качеству. Но я думаю, что этот «но» слишком компенсируется тем, что те, которые способны эти требования по качеству удовлетворить, могут получить хорошую прибыль на рынках Евросоюза. И еще один аспект — то, что наш рынок предсказуем. Страна уже не однажды сталкивалась с эмбарго со стороны России, когда властям Российской Федерации не нравилось то или другое действие молдавских властей. В Евросоюзе этого нет. У нас никогда не было эмбарго по политическим причинам, то есть вам не нужно опасаться того, что власти Евросоюза в один момент заявят, что вдруг оказалось, что что-то не так в ваших яблоках или в вашем вине. То есть можно планировать в долгосрочную перспективу развития. И да, этому способствует уже то, что у нас есть договор о свободной торговле на протяжении последних 10 лет. И я думаю, что эти возможности будут только увеличиваться. Кстати, я сказал о требованиях рынка. Это не только требования, это тоже возможности, поскольку мы прекрасно понимаем, что не всегда так просто исполнить эти требования, поэтому часть нашей поддержки для страны заключается и в том, как улучшить эти стандарты и возможности для их внедрения. И то, что мы видим, что постепенно и постоянно увеличиваются и те области, из которых и производители сельхозпродукции
экспортируют на страны Евросоюза. И да, мы увидели, что в последние годы объем сельскохозяйственной продукции очень значительно вырос в сторону Евросоюза. Ну, еще немножко упомянуть о тех проектах, которые мы проводили и внедряли здесь в Великонежском районе. У меня они даже перечислены. Это обеспечение доступа к водоснабжению и канализации, установка уличного освещения в селах, такие как Этулия, Чешмикёй и Карбалия. И что после расчистки русла реки Хохул, который пересекает ваш город, значительно снизились угрозы наводнений и, конечно, улучшили жизнь людей. И да, я думаю, что, может быть, это уже немножко подводя такой предварительный итог, то, что, я думаю, всегда люди едины в том, что мы все хотим лучшей жизни для себя, но в особенности для своих детей. И я думаю, что через Евросоюз, через проекты Евросоюза есть реальные возможности это улучшить. И сейчас, я думаю, так, еще посмотрю. Да. Ну, наверное, здесь я могу уже передать слово Аудике Бутнарь, который может объяснить больше подробно о том, какие наши проекты доступны для граждан Республики Молдова и где о них можно найти информацию. Но один комментарий с моей стороны. Для нас самый главный фактор внедрения проектов – это честность. Поскольку мы работаем с деньгами европейских налогоплательщиков. И поэтому важно, чтобы эти деньги тратились на те нужды, где они предназначены. Редко, но бывает, что нас пытаются обмануть. И в этих ситуациях мы эти проекты приостанавливаем. Бывали и ситуации, когда мы их прекратили вообще. Но это больше исключение из общей картины. И еще один аспект, который с этим связан, это то, что, к сожалению, мы иногда слышим, в прошлом году это было особенно слышно, что некоторые представители, в том числе местных властей, говорили, что вот нам безразлично, откуда идут деньги. Ну, в смысле, что и даже если это грязные деньги, главное, чтобы они шли. Для нас это не так. И поэтому это действительно может быть одним таким сигналом предупреждения для нас, что если у нашего потенциального партнера безразлично, откуда у него приходят деньги, то навряд ли ему будет очень важно то, как правильно будут использоваться наши деньги, то есть это уменьшает возможность для получения европейских проектов. Но в большинстве своем, я думаю, что у нас есть очень хорошее сотрудничество с теми, которые проекты внедряют, и, может быть, тогда я передам слово Аурике. Здравствуйте. Я сегодня постараюсь кратко представить, как работает планирование, распределение и внедрение европейских фондов в Республике Молдова. Прежде всего, я хочу напомнить, какие самые важные моменты в двухсторонних отношениях между Республикой Молдова и Европейским Союзом. Конечно, это подписание соглашения об ассоциации в 2014 году и в тот момент, что в этом году начались переговоры для вступления Республики Молдова в Европейский Союз.
Я думаю, вы много раз слышали, что Европейский Союз является самый важный партнер для Республики Молдова по развитию. И многие граждане спрашивают себя, как можно получить поддержку Европейского Союза, как все эти проекты работают. Многие до сих пор отправляют письма в представительстве ЕС в Молдове с разными вопросами. Они просят поддержать, там, отремонтировать дорогу или какие-то местные проблемы, помогать им решать, ремонт дорог, детских садов, школ и так далее. Мы обычно не вступаем в прямые переговоры с местными властями или с партнерами. Все проекты предлагаются на конкурсной основе, и таким образом финансирование получают только те, кто подают заявки или активно участвует в этих конкурсах. По поводу направления финансирования мы работаем или сотрудничаем с Республикой Молдова на основе программы или инструмента АНДИКИ, который коротко называется «Глобальная Европа». В рамках этого инструмента у нас есть многолетний индикативный план, который был одобрен на 7 лет с 2021 года до 2027 года. И, конечно, у нас есть приоритетные области для сотрудничества. Это экономика, это ответственные институты, окружающая среда и цифровая трансформация. Только в период с 2021 до 2024 года финансирование для Республики Молдова составляет или достигнет 260 тысяч миллионов евро. Это мы говорим про разные проекты, которые поддержали разные реформы в Республике Молдова. И сейчас я постараюсь рассказать про конкретные проекты и на каких условиях вы можете получить поддержку в рамках этих проектов. Каждый год мы объявляем конкурс через инструмент Фонд гражданского общества по Республике Молдова. В прошлом году у нас был конкурс для поддержания энергоэффективности, улучшения энергоэффективности в социальных помещениях, которые представляют социальные услуги. Мы подписали 35 грантов на общую сумму 87 тысяч евро для каждого проекта. И в этом году мы подписали контракты, в следующем году мы начнем внедрение этих проектов. Также 1 марта следующего года, 2025 года, мы объявим конкурс для 20 грантов на сумму около 80 тысяч евро для создания новых мест в детских садах и возможности обучения для матерей, которые находятся в отпуске. Мы называем этот фонд гражданского общества, но вы тоже вместе с разными организациями вы можете подавать заявки. И здесь вы можете работать на местном уровне, не только с местными органами публичной власти, это примарии, также с международными организациями, которые имеют этот опыт написания или внедрения проектов. В следующем году мы будем объявлять новый конкурс, это в январе, начало февраля, где-то в конце января, начало февраля следующего года. Грант 6 миллионов евро для развития социального и экономического развития сел и городов в Республике Молдова. Здесь тоже нужно найти партнеров на местном уровне, это организации гражданского общества или примария. Обычно мы
объясняем, что лучше найти партнеров, чем идти с предложением. И если вы не сможете доказать, что у вас есть достаточного опыта для внедрения проекта, то у вас небольшие шансы получить грант в рамках наших конкурсов. Другая возможность, я думаю, вы все знаете, что в Молдове сейчас есть 48 местных инициативные группы, которые внедряют проекты. Где-то 800 проектов они внедрили в последние годы. Они охватывают где-то 50% территории Республики Молдова. Также в прошлом году у нас был конкурс для этих местных инициативных группах на общую сумму 2,5 миллиона евро. Мы знаем, что они нуждаются в помощи и в поддержке, и мы думаем, как их дальше поддержать в 2025 году. Также этот проект EU4 Moldova местные сообщества внедряется в 3 районах страны. Это Единец, Трешень и Лева. И там мы стараемся поддержать их, улучшить социальную и экономическую ситуацию на местном уровне. Я оставила все ссылки на каждом слайде, так что после презентации вы сможете зайти на сайтах и посмотреть все требования, как вы можете участвовать. Да, я знаю, что многие программы или конкурсы, о которых я буду говорить сейчас, в рамках этих программ нету открытого конкурса, но мы хотим проинформировать вас, потому что обычно для написания проекта требуется очень много времени и ресурсов, и нужно подготовить хорошее предложение для того, чтобы получить финансирование. Для этого мы оставили и название города или название организаций, которые внедрили проект, чтобы вы смогли позвонить, узнать, какие проблемы у них были, что нужно учитывать, когда вы в процессе написания этой предложения. Другая программа для мэров – это «Мэры за экономический рост». Для участия в этой программе вы должны стать членом этой инициативы. Это очень просто нужно... Там есть формуляр. Анкета, которую вы должны выполнить и отправить в делегацию, или вы можете зайти на официальном сайте, который есть на слайде, и отправить эту анкету к нам. У нас сейчас внедряется второй этап этой инициативы. В первой фазе, в первом этапе у нас получили 3 гранта. У нас были в Единец, в Чимишлия и в Комрат. Внедрялись 3 проекта, 3 большие проекта, до 1 миллион евро каждый проект. Во втором этапе у нас были несколько конкурсов. Первый конкурс был для больших проектов, и здесь получили грант Унгенька, Ушень, Шолданешт и Карпинень. Это была премьера, когда мы подписали контракт с одним селом. Обычно города очень активные, но села, они думают, что у них нет шансов и не отправляют заявки. Также у нас были 2 отдельные конкурсы для портфолио Approach, и здесь Чадерлунга выиграл проект на 250 тысяч евро. Они очень хороший пример и хорошо внедрили этот проект. Я посоветовала пообщаться с мэром и узнать из его опыта, что нужно учитывать, когда вы пишете проект, и потому что он внедрял очень хорошо, и он является примером даже для мэров из Грузии и других стран. Также третий конкурс был для малых грантов до 100 тысяч евро, и здесь у нас были самые активные села, и опять получили гранты Валентир, Чимишлия, Копчак, Трокия и Карпинень. У нас нету вы все можете подавать заявки, обычно мы не разделяем это села или города. Все идут под теми же требованиями. Вы должны просто
написать хорошие предложения и найти хороших партнеров. Других требований у нас нет, мы не разделяем города и села. Другая инициатива – это партнерство во имя устойчивых городов. Для участия в этой инициативе у вас должен быть уже опыт. Вы не сможете подавать заявку, если вы не внедряли ни один европейский проект. Это большие гранты до 3 миллионов евро. У нас в Молдове есть 2 такие проекта. Один в Кишиневе внедряется, и другой в Единец. Наверное, вы много раз слышали про автобусы, которые и публичный транспорт, который есть сейчас в Единец, и разные публичные услуги, которые они улучшили в рамках этого проекта. Я тоже оставила ссылку, вы можете зайти, прочитать. Вы также можете позвонить мэру и узнать, как он внедрял и внедряет этот проект, потому что он закончится в следующем году в феврале. Здесь я перечислила все компоненты, которые мы поддержали, там улучшение городского транспорта, также мы поддержали мэра покупать велосипеды для общественного транспорта, платформа городских данных и цифровой урбанистический план и другие. Другой проект – это EU4 Молдова ключевые регионы. Этот проект внедряется в Унгени Кахол, но этот проект также заканчивается, и мы планируем в будущем подписать контракты с примариями только на конкурсной основе. Такие программы, с таким форматом мы не будем продолжать. Другие проекты, которые для вас могут быть интересны, это Интерег. У нас в этом году были 3 конкурса объявлены. Мы сейчас ждем ответа и результаты этих конкурсов. Но мы знаем точно, что в предыдущем этапе в Молдове внедрялись 34 проекта в разных населенных пунктах. Также Европейский Союз поддерживает малые предприятия. Мы подписали контракт в прошлом году с ОДА, где мы поддержим 8 миллионами евро государственные программы, которые внедряются через ОДА. Я бы посоветовала зайти на их сайт и проверить, какие условия и как вы можете получить финансирование через государственные программы. Также много раз мы слышали, что молдавские производители, у них нет возможности, где экспортировать продукцию, они не знают, как все это работает. И Европейский Союз разработал платформу, которая называется Trade Help Desk. Если вы хотите, не знаю, экспортировать яблоки в Словению, то вы можете зайти на эту платформу, проверить информацию, какие требования прежде всего к этому продукту есть на славянском рынке и какой потенциал этого рынка. Если есть там потенциал для импорта или нет. Также эта платформа может поддержать вас в процессе подписания контракта или найти партнеров в разных стран Европейского Союза. И она не представляет или не оказывает финансовую помощь, но иногда информация стоит дороже гранта или финансовой помощи. Другая программа, к которой присоединилась Республика Молдова, это Single Market Program, который внедряется в Республике Молдова с января 2024 года. Здесь у нас есть разные возможности. Сейчас есть открыт конкурс для предложений для бизнеса. И 2 приоритеты здесь у нас в рамках этого конкурса – это циркулярная экономика и социальная экономика. Общая сумма 8 миллионов евро. Но здесь вы должны соперничать с бизнесом из Евросоюза, так что нужно написать очень хорошие предложения. Крайний срок для отправки предложений это 10 декабря на следующей неделе. Закрывается конкурс. В рамках этой программы есть
И другая программа называется «Erasmus для молодых предпринимателей». В рамках этой программы вы можете, если вы хотите открыть бизнес или вы не знаете, если ваша идея хорошая, вы можете подать заявку. В рамках этой программы нету крайний срок. Каждый день вы можете подавать заявку в любой день, когда вам удобно. И попросить пойти в другую европейскую страну для тренинга, и будете работать в течение 6 месяцев вместе с менеджером другой компании из Европейского Союза. Все расходы покрывает Европейский Союз. Проживание и также транспорт. После 6 месяцев вы вернетесь обратно в Молдову, и уже вы будете знать, как этот бизнес работает. Если вы еще думаете, что ваша идея хорошая, то вы продолжите с этой идеей. Но обычно есть разные ситуации, когда люди возвращаются обратно, и они понимают, что нужно поменять идею или бизнес-план нужно улучшить, потому что, как они написали, бизнес не будет работать. У нас есть еще другие программы, в которых у нас есть кредит плюс грант, две этапы. Через эти программы мы поддержали улучшить энергоэффективность в школах. Здесь вы видите, в каких городов мы поддержали. Также через эти программы мы поддержали населенные пункты подключиться к водоснабжению и улучшить или подключиться к канализационной сети. И сейчас у нас есть контракт, мы подписали контракт с европейскими финансовыми институтами, где мы через этот проект мы будем улучшить энергоэффективность в 10 зданий больниц в Республике Молдова. И также сейчас, я думаю, вы услышали про эти 1 миллиард и 800 миллионов евро, план по развитию, экономическое развитие Молдовы. Мы сейчас, у нас активный диалог с разными министерствами, институциями Республики Молдова, и мы будем учитывать все запросы запросы, которые мы получали в течение прошлых лет для того, чтобы поддержать все эти нужды. Да. Спасибо. Если у вас есть вопросы, я буду рада отвечать. Госпожа Бутнари, спасибо вам большое. А теперь мы переходим к самой важной части этой программы, сессия вопросов и ответов. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы и делиться своими мыслями. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день всем. Роман Тютин, экс-депутат Народного собрания. Сейчас являюсь директором станции юных техников. У меня 3 есть вопроса. Первый вопрос – это по реализации проектов, которые были реализованы у нас в районе. Это десятки, не только те крупные, которые вы указали, но это и нам помогало правительство Чехии, и другие фонды. Но, к сожалению, мы не прочувствовали мониторинг после того, как эти проекты были внедрены. То есть проекты были презентабельно показаны, после этого какое-то время ими пользовались. И маленький пример – это профессиональная школа города Вулканешты. Европейский Союз туда инвестировал около 300 тысяч евро на развитие лабораторий, где были проведены ремонты, закуплено оборудование, но, к сожалению, правительство в недавнем времени приняло решение о ликвидации данного учреждения. Данное учреждение
по факту являлась и является локомотивом развития нашего района. Почему? Потому что там около 300 детей обучалось профессиональным профессиям. Это повара, швеи, трактористы, сварщики. К сожалению, данное учреждение уже ликвидировано, они отучаются в последний год. И хотел бы, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию. Это первый вопрос. Второй вопрос политического характера. Это работа Европейского Союза конкретно с гагаузской автономией. Будучи депутатом Народного собрания, мы очень плотно сотрудничали тогда в рамках проектов о автономиях Европейского Союза. Это Уэльс, Южный Тироль, Аландские острова. Но, к сожалению, мы ни тогда, ни сейчас, и даже после подписания ассоциации с Европейским Союзом, где есть целая глава по автономиях, мы не видим конструктивного диалога с властью Республики Молдова, и мы не видим той помощи, которая была тогда от Европейского Союза. Тогда Европейскому Союзу удалось, благодаря этим проектам, посадить за стол переговоров политические элиты, и после этого началось неплохое внедрение проектов в автономии. Мы помним, когда все послы Европейского Союза с радостью посещали Гагаузию и участвовали даже в сборе винограда на празднике вина и так далее. И не считаете ли вы, что нужно продолжить эффективную работу в этом направлении? И третий вопрос касается внедрения проектов по бизнесу. Мы наблюдали при внедрении проектов по бизнесу, который «Сплав», по-моему, проект назывался, когда выигрывали странным образом люди проекты по выращиванию раков, там еще же, ну, это к нашему региону никакого отношения не имело. И, к сожалению, было опубликовано несколько коррупционных расследований, и никто из тех, кто распределял эти гранты, до сих пор не ответил за это. Это и первый заместитель Башкана, который сдавал в собственный автомобиль, и так далее, и так далее. То есть группа лиц, которая фактически отмывала эти деньги. Не знаете, на каком этапе находятся вообще эти расследования или проводятся ли они? Большое спасибо за внимание. Хорошо, я постараюсь, насколько я смогу, поскольку вопрос довольно детальный. Во-первых, по школе, наверное, вы затронули проблему, которые могут сталкиваться многие проекты. Это их sustainability, продолжительность, но, то есть устойчивость, это то слово. Поскольку, да, мы можем сталкиваться и с такими ситуациями, где проект живет так долго, как есть внешнее финансирование. Сейчас мы стараемся таких ситуаций избегать, чтобы были и такие долговременные планы и со стороны партнеров. Но я думаю, что отчасти это и вопрос больших реформ. Ну, например, я посещаю и социальные столовые. И я недавно был в одном регионе, где не такое уж маленькое самоуправление, это 2700 человек. И там мне говорили, что если бы не поддержка внешних партнеров, то этой социальной столовой местная власть не смогла бы поддержать, и 57 человек не получали бы теплую еду. И, конечно, в таких ситуациях есть дилемма. С одной стороны, да, мы, конечно, будем стараться этот проект поддерживать, но с другой стороны, это показывает, что реформа местных самоуправлений необходима, поскольку у них просто нет ресурсов, чтобы оказывать нормальную услугу своим жителям. Насчет
этого покрытия школ, ну, наверное, это вопрос диалога с властями. К сожалению, я думаю, что это будет реальность, что не везде можно будет сохранять школы, но я думаю, что важно, чтобы не сохранялись те школы, которые сильные, которые дают хороший вклад в образование детей. И, кстати, обычно это и есть магнит. Или качество обучения, или качество среды обучения. Например, вот у нас то, что Аурика упомянула, наши проекты по утеплению школ. Одним из побочных эффектов этих проектов утепления как раз является то, что там всегда появляется дополнительный приток учеников, поскольку школы теплые, более комфортные, скажу честно, и более красивые, и, конечно, и родители, и дети хотят в эти школы идти, поэтому мне трудно ответить, каковы причины, почему вот эта конкретная школа не может продолжить. А вот насчет сотрудничества с Гагаузией. Для нас, да, это очень важный аспект, поскольку, ну, с одной стороны, это мы работаем со всеми регионами страны, но я думаю, что не так много регионов, где я был столько раз, как в Гагаузии. Почему? Потому что для Евросоюза это разнообразие тоже является одной из наших ценностей, и поэтому, насколько возможно, мы поддерживаем не только через проекты, но и через политический диалог. Раньше я был рад и встречаться с Башканом Гагаузии, и с Ириной Флах я встречался не однажды, но, к сожалению, эта ситуация изменила прошлые выборы Башкана, когда победил человек с помощью сейчас уже осужденного преступника. И до тех пор, когда не будет ясно, кого она представляет, гагаузский народ или осужденного преступника, который до сих пор называет нашим партнером, то я не вижу, как мы бы могли сотрудничать. Есть элементы, где, да, мы не рады тому, как ситуация развивается. Например, группа сотрудничества, рабочая группа по связям между парламентом Молдовы и Национальной ассамблеей, которая была и которая приостановила свою деятельность. Когда я по решению Национальной ассамблеи, и когда я говорил об этом с некоторыми представителями Национальной ассамблеи, они сказали, там больше ничего не решалось, а они только чай пили. Но с моей точки зрения, стало лучше сейчас, что они больше не пьют чай, то есть что даже разговоров нет. Наверное, нет, так что я надеюсь, что этот диалог будет возобновлен. С нашей стороны мы делаем то, что мы можем. Мы сотрудничаем с примарием, как здесь мы посещаем Гагаузию тоже с такими же встречами, как у нас сегодня. Мы продолжаем внедрение проектов, насколько это возможно. Но там, конечно, таких ограничений нет, поэтому я надеюсь, что эту ситуацию удастся совместно сделать более позитивной. Насчет проекта конкретного я не вам скажу, но что я могу сказать по мониторингу. С нашей стороны проводится мониторинг постоянный. Но он как раз о том, потрачены ли средства по цели. Например, вот я одного коллегу не представил, Яна, который сегодня не из-за этой встречи, но как раз вот эта социальная кухня, которая
мы внедряли, это его проект, то есть это и сегодня его присутствие здесь как часть мониторинга, но этот мониторинг идет во время внедрения проекта и после. И если мы видим, что деньги не потрачены на те цели, на которые они были задуманы, то мы требуем их возвращения. К сожалению, что у нас есть такое рамки, это то, что у нас есть конфиденциальность, поскольку когда уже заключается проект, уже тогда это в договоре уже записано, что сам процесс и все, что с ним связано, является конфиденциальным, поэтому мы никогда не сможем вам сказать, что да, по этому конкретному проекту мы делаем что-то. Но когда в любых ситуациях, когда мы видим, что есть какой-то нецелевой затраты на проекте, мы требуем возврата средств, и такие проекты имеют место быть. Но, может быть, Аурика, у вас есть еще? Да, у нас есть два уровня аудита. Есть внешний аудит, который обычно приходит в течение 5 лет после завершения проекта, и внутренний аудит, который происходит в течение внедрения проекта. Если выявляются какие-то проблемы, то мы можем остановить проект, или мы можем возвращать деньги, или мы можем посоветовать, как решать эти проблемы. Но мы никогда не оставляем просто так. Но мы не гордимся этим процессом возвращения денег, поэтому мы обычно публично не говорим про такие проекты. Но это не означает, что работа не ведется, и в будущем те, которые способствовали некоторым незаконным действиям, либо неполномоченному использованию денег, не останутся безнаказанными. Еще немножко добавить, вот когда я пришел в эту европейскую систему, я сам из Латвии, и моя карьера в основном шла в латвийской системе. Я был очень впечатлен тем, насколько строгие у нас эти в европейской системе, насколько строгие эти критерии, поскольку нам нужно на аудит предоставлять не только те проекты, которые мы знаем, что есть проблемы, но у нас есть просто какой-то, скажем, процент проектов, которые мы просто обязаны давать на аудит и на проверок, чтобы была ясность, что проблем нет. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Анул, я являюсь председателем общественной организации Destination Subchefs и с недавних пор еще являюсь председателем местного совета. Хочу сказать следующее. Вулканежский район является самым маленьким, наверное, районом Молдовы и по той причине самый социально и экономически уязвимый. У нас нету рабочих мест, у нас нету каких-то возможностей, таких, как есть в других городах. У нас не развит гражданский сектор. Год-два назад у нас было всего лишь 4 общественные организации, из них 2 в Вулканештах, 2 в Чешмекёе. На данный момент действует только одна. И насколько я владею информацией, ни одна из них на данный момент не внедряет какой-то проект. То есть это люди, которые работают на каких-то своих основных работах, а проекты внедряют, ну, как дополнительная работа в какое-то свободное время. Ну и, соответственно, эффект от этого тоже такой же. Там, где организации, которые работают постоянно, и те, которые работают иногда там раз в 2 года какие-то проекты внедряют, опыта не такого много.
У нас также небольшой кадровый потенциал. Есть у нас в Приморьях появились должности специалист по привлечению инвестиций, но будем честны, остается желать лучшего, чтобы эти специалисты владели большим потенциалом привлекать средства. На данном этапе не можем мы конкурировать, допустим, с Приморьей Камрата, с Приморьей Чедерлунги, с общественными организациями Камрата, Кишинева или общественными организациями Чедерлунги. Остается тот же момент, что многие фонды перешли к заявкам на английском и на румынском языке. У нас не все владеют этим языком, и возникают проблемы при заполнении заявок, возникают проблемы при подаче отчетов по проектам. Мое предложение, чтобы была какая-то программа или несколько программ, чтобы было пару коллов непосредственно только на Вулканежский район, чтобы могли принимать участие общественные организации, Приморьи. Пусть это будут 3 направления: и для гражданского общества, для Приморьи и для бизнеса. Но чтобы в этом конкурсе могли принимать участие только представители Вулканежского района, либо, если это невозможно, какие-то тоже маленькие районы, чтобы потенциально были в равных конкурентных условиях, потому что, участвуя в колах на уровне Молдовы, мы все-таки являемся еще не в конкурентных условиях с другими более сильными приморьями и общественными организациями. Спасибо. Так, может быть, я отвечу и потом. Спасибо за этот вопрос. И, наверное, тут есть несколько проблем. Одна из них — это действительно эти возможности маленьких приморий подавать проекты. И поэтому я уже должен возвратиться к тому вопросу, что, может быть, действительно есть смысл смотреть на объединение сил, чтобы этих ресурсов стало больше, и чтобы действительно было больше возможностей на равных подавать заявки на конкурс. Есть вещи, которые точно не изменятся, по крайней мере для нас. Например, английский язык. И это немножко связано с предыдущим вопросом, поскольку как мы сможем обеспечить аудит наших проектов, которые проводятся в Брюсселе, если эта информация не будет на английском языке. Поэтому с этим, я думаю, что придется жить. Другой аспект насчет специфических проектов для Вулканешт. Это... Я понимаю логику предложения, но это всегда открывает множество новых вопросов. Например, вот когда у нас сейчас еще заканчивается программа Focal Regions, для которые в Молдове были возможности для Унгень и для Кахула, я встречался не с одной только мэрией, где меня спрашивали, почему только они, а почему только для них эти возможности, и поэтому каждый раз это создает, по крайней мере, не меньше вопросов, чем это дает ответов. Что я знаю точно, что, например, и то, что в Унгенях и в Кагуле эти европейские проекты проводились на большем объеме. И, кстати, в прошлом у нас был тоже фокус на Гагаузию. Это помогало тому, чтобы люди больше обучились, как подавать заявки. И у меня нет сомнений, что в будущем и Кахул, и Унгень будут подавать и хорошие заявки без того, что у них будет такой фокальный регион. Но вот поэтому я не сразу горю энтузиазмом о том, что сделать какую-то одну программу для Вулканешт. То, что мы пытаемся делать, может быть, Аурика, у вас есть больше информации, но то, что у нас есть разного рода программы обучения.
То есть это без фокуса на какой-то регион или на конкретный размер района, но чтобы была возможность улучшить свои возможности подавать заявки. И, кстати, кажется, Аурика не упомянула, когда подаются заявки, иногда бывает, и часто бывает, что есть и отказы. Но, во-первых, в этих отказах есть мотивация, почему заказ был отклонен. И есть и возможность задавать дополнительные вопросы, почему. И я думаю, что это тоже есть одна из тех возможностей, которые советовал бы пользоваться, поскольку тогда вы улучшаете свой шанс на следующий раз, если вы знаете, какие были ошибки в прошлой заявке. Но может давайте вопрос. У меня есть один совет к вам. К сожалению, у нас в рамках этого фонда для общественных организаций нету географических или территориальных условий. Но я бы посоветовала вам внедрять проекты или подавать заявки вместе с большими общественными организациями, и в течение внедрения проекта у вас появится этот опыт. После первого проекта или второго проекта у вас уже будет этот опыт, и вы будете написать очень хорошие предложения. Я уверена, что вы сможете получить грант без вмешательства или, я не знаю, без поставления этих географических рамках. Это лучший способ научиться, практика. И для практики вам нужно найти партнеров, у которых есть уже этот опыт, как внедрять и как получить европейские фонды. Коротко. Моя фамилия Колиш, Федор Георгиевич, пенсионер. Вы мне извините, у меня мышление еще советское, я родился в Советском Союзе, и поэтому может быть большие разногласия. В первую очередь хочу вам огромное спасибо сказать, что приехали. И второе, что говорите на русском языке. Нам всем понятно, и это вот. Но начну чуть с истории. В 2014 году Грузия провела референдум 2 февраля о вступлении в Таможенный союз. В 2014 году, в третьей декаде, был вооруженный захват власти в Украине при помощи американцев и Евросоюза. Это вооруженные, потому что были жертвы, особенно среди Беркута. И сейчас скажу именно поэтому вопрос истории. В 80-е годы был великий американский деятель Киссинджер. Я цитирую его слова. Он говорил так: опасно быть врагом Соединенных Штатов Америки, но если вы друг Соединенных Штатов Америки, обязательно будете мертвы. Мы малочисленный народ, мы это очень хорошо помним. И на истории сколько народа, которые приближались именно дружить с американцами, они воевали, и их государство разрушено. Я не буду перечислять 1945 года, когда Квантунская армия была уничтожена Советским Союзом, 1 миллионная это в Японии. И американцы бросили 2 бомбы 9 августа Хиросиме и 16 августа Нагасаки. После этого еще 32 страны были разрушены американцами, они вошли. И вы сегодня называете, конечно, я живу благодаря нашим деятелям политическим, я живу в нейтральной стране. Это самое главное, что я счастлив, что живу в нейтральной стране, но мне очень боязно за свой народ. Мы малочисленный народ. Нас
ну, в Молдове считается там, это вот, ну, 250 тысяч, там меньше, это вот так. Но это не главное. Мы боимся приближаться даже и Европу. Почему? Потому что вы являетесь оккупированной это вот Америкой, и вся Европа. Сколько у вас баз американских в Европе? Скажите, против кого это? Против агрессора России. Не было бы захвата, не было бы войны на Украине. Господин Янис, вы сказали, что вы честные. Давайте будем честные до конца, будем справедливые. От Евросоюза зависит очень многое. Это большая организация, очень экономически мощная. Да, я знаю, что это благодаря дешевому газу российскому было, подняли экономику. Но там много факторов. Это вот так. Мы, гагаузы, тоже трудолюбивые. У нас самое опасное у нас то, что мы не имеем электроэнергоресурса. Позапрошлую зиму нам новое правительство во главе президента Майя Санду газ нам продавали почти 30 лей за 1 киловатт. Вы представляете, что это такое 30 лей? Это 1,5 евро за 1 киловатт. Самый дорогой. А у нас пенсии, это средняя пенсия, 2000 лей. Вы умножите на 300, это вот так, на 300, на 400 киловатт кубов газа и умножите это, сколько надо было платить. Люди замерзали, люди умирали. В эту зиму мы входим тоже так. У нас пока только 17 лей газ, так. Это вот, если умножить на 30, 17, это будет 5100. Люди моего возраста, даже я, люди, вчера мы с женой купили на 2000 лей вдвоем, это вот, она в возрасте, я в возрасте, а 2000. У нас стаж работы в этом государстве у меня 53 года, я госслужащий, жены тоже 53 года. Мы получаем 8000 на двоих. 2000 ушли на лекарства. Если я пользуюсь 300 кубов газа, 5100. А там и энергию надо платить, надо и питаться, надо это вот так. Вы поймите, что мы катастрофически в очень тяжелом положении. Как говорят рыбаки, мы вам рыбу не даем, вы Европа, вы нам помогите строить заводы, фабрики, что вам запрещено это делать. Я знаю. Почему? Как? Почему? Потому что если у нас будут у своих фабрик и заводы, наша молодежь останется тут и будет зарабатывать тут и не поедет у нас. У нас вся молодежь работает в Европе. Вся молодежь. Работает, зарабатывает, это вот высылает денег, у кому высылает, кому нет. Вот недавно в семье, я был в семье, как они будут помогать старикам, когда у них 4 детей? В Европе они не получают зарплаты большие, чтобы это вот так. Так что я рад, что вы пришли помогать, но войдите в наше положение. Я еще раз повторяю, мы нейтральная страна. Мы не хотим ни с кем воевать, чтобы наши дети нигде, чтобы не погибали за это вот. И еще я бы хотел сказать, не хотел сказать, но скажу. Когда была избрана на первом туре в прошлый раз Майя Санду, нас уважаем, вы думаете, кому она поехала? Она первой поехала Соросу. Благодарить за ее деньги, что она стала президентом Молдовы. Вы что, вы думаете, что в Молдове все дураки или это не соображают, что она туда поехала? И сейчас вторые выборы были, это именно вы, Евросоюз, помогли фальсифицировать это вот выборы, она бы не стала президентом второй раз. Помогли выборы этого выиграть в Европе. Спасибо. Я знаю, что вам это неприятно, но это факт. Вы честные, вы должны...
Спасибо. И как раз я говорил, что я очень рад буду острым вопросом, и, наверное, это входит в ту категорию. На некоторые вопросы, наверное, вам лучше было бы получить ответы от представителей США, поскольку мы здесь представляем Евросоюз, но есть некоторые факты, которые я могу комментировать. Во-первых, я думаю, что вы затронули очень важный аспект, это аспект нейтральности Молдовы, нейтралитета, поскольку то, что мы слышали и в процессе, когда шла кампания по референдуму, были попытки сделать знак уравновения между Евросоюзом и НАТО, и с войной. И с моей точки зрения я должен сказать, что это чушь. Поскольку я уже сказал, что Евросоюз – это проект мира, и нет никакой взаимосвязи между Евросоюзом и НАТО. Есть в Евросоюзе страны, которые являются нейтральными. Но, кстати, есть и страны, которые были нейтральными и перестали быть нейтральными после нападения России на Украину. Швеция и Финляндия прекрасно жили как нейтральные страны, но после этого нападения, которое перечеркивает все базовые принципы международного права, они почувствовали, что просто у них нет другого решения, как обеспечивать свою безопасность. Но это их выбор, так же как выбор Республики Молдовы поддерживать статус нейтралитета. Я думаю, что, честно говоря, у вас есть проблема с фактической ситуацией нейтралитета, поскольку есть одно государство, которое не соблюдает нейтралитет Республики Молдова. На вашей территории есть иностранные войска без вашего согласия. И это не является войсками США, это являются войска Российской Федерации, и поэтому я думаю, что на многие вопросы ответ заключается просто в том, чтобы смотреть на вещи реально, что это не американские войска, которые находятся на территории Республики Молдовы. И не могу представить настоящую нейтральную страну, на которой находятся иностранные войска без его согласия. Но другие вопросы, которые вы затронули, как маленькие пенсии, я думаю, что да, это действительно одна из самых больших проблем сегодня в Молдове. И я там вижу только несколько решений. Во-первых, не можно быть высокие пенсии без высоких зарплат. То есть нужно работать на то, чтобы поднимались зарплаты и чтобы платились налоги. И на эти два аспекта, я думаю, есть очень хороший рецепт. В ваших интересах, чтобы Республика Молдова как можно быстрее стала членом Евросоюза. Без исключения во всех странах, которые присоединились к Евросоюзу, и средние заработные платы, и средние пенсии увеличились значительно после вступления. Почему? Есть два объяснения. Во-первых, в Евросоюзе есть структуральные фонды, поскольку Евросоюз старается уменьшить отличия между самыми богатыми и самыми бедными регионами Евросоюза, и поэтому больше фондов из Евросоюза идут в те страны, которые являются более бедными. И то, что мы видим на практике, что, например, когда вот моя родная Латвия, когда стала кандидатом на члена Евросоюз, наш валовой продукт на душу населения был 33% от среднего европейского. Тот же самый процент, кстати, который сейчас у Молдовы, как 33% от среднего европейского. Сейчас Латвия, кстати, не так уж хорошо
использовал этот шанс. Сейчас Латвия предоставляет, по-моему, 73% от среднего европейского. Но вы видите, что за 20 лет удалось уменьшить это отставание вдвое. И другие страны этот шанс использовать даже лучше, где это уже приближается к европейскому среднему. И тогда я думаю, что и без сомнений, что когда будут прирастать зарплаты, то и будут прирастать пенсии. Но я думаю, что не нужно даже ждать на тот момент, когда Молдова вступит в Евросоюз. Я вижу один сектор, где можно продвигаться быстрее. И это все, что связано с современными технологиями. Когда мы, как делегация, начали давать информацию о том, что Молдова экспортирует 3 года назад, люди были действительно удивлены. Поскольку молдаване думали, что их главный экспорт – это яблоки на Российскую Федерацию. И когда они узнали, что главным экспортом из Республики Молдова являются высокотехнологичные кабели в Германию для автомашин, это было сюрпризом. Но это ваша реальность. Я думаю, что это очень хорошо, что оно так и есть. Но где Республика Молдова может хорошо развиваться, это все, что связано с технологиями. Ваш экспорт из технологического сектора уже сегодня больше, чем ваш экспорт вина. Вы знаете лучше меня, насколько хороши молдавские вина, но и если этот сектор из IT способен давать даже больше вашей экономике, я думаю, что это прекрасно. И не только экспортом, но и это и та область, где средняя зарплата 3 раза выше, чем средняя. То есть это как раз в моих глазах это самое лучшее решение, как добиться той ситуации, чтобы люди из Молдовы не уезжали, чтобы они могли работать здесь в Молдове на достойную зарплату и платить налоги. И с нашей стороны, то, что мы поддерживаем, не помню, это упоминалось в наших проектах, но, например, у нас есть поэтому и программы в сфере обучения, чтобы в школах дети уже получали эти дигитальные навыки, что в то время, когда они выйдут на рынок труда, чтобы они смогли бы участвовать в нем. Можно мне добавить? Можно мне добавить к тому, что ответил господин посол? Я хотел бы добавить, и извините, что я вас... По-моему, правительство Республики Молдова оказались во втором туре выборов, когда они не пускали молдаван территории Приднестровья голосовать. Поставили эту полицейские, все, что вы не проекте. Это уже отказ от территории. Мне стыдно за такое правительство, что отдать территорию, я не знаю. Пусть это будут китайцам, русским и другим, на своей территории они отдали, запрещают голосовать. Если позволите, я добавлю к тому, что господин посол сказал. Я добавлю больше в качестве гражданина Республики Молдова. И именно исходя из того, что когда я был рожден, я еще достал Советский Союз. Я видел, как была жизнь. Вот, когда Советский Союз закончился, мне было 5, но я помню те времена. У меня родители оба были с высшим образованием, отец доктор наук. Я помню, как тяжело им было и как они работали для того, чтобы нас вырасти, нас выучить. И я очень хорошо помню те малые вещи, которые нам доставляли радость. И я думаю, что
мы должны все стремиться к тому, чтобы радость дети получали не от конфеты, которые родители добыли, стоя в очереди полдня, а от того, чтобы родители жили, имели хорошую работу и имели возможность эти радости им давать каждый день. Относительно тех вещей, которые вы говорили, и, например, сравнение, которое вы дали с Украиной, я думаю, что самое правильное, это чтобы люди, которые живут в Украине, имели возможность сами решать для себя. И никто не вправе вмешиваться в их право делать этот выбор. У меня есть родственники, они живут 30 километров отсюда, в Ренях. И некоторые из них тоже гагаузы. И вот у меня в моей голове складывается очень непонятная ситуация, как представители тех же самых малочисленных народов, как вы говорите, имеют абсолютно диаметральные виды на то, что происходит. И заканчивая с темой войной, я бы вас попросил обратить внимание на то, кто составляет костяк и большинство воюющей армии со стороны Российской Федерации в Украине. Это в большинстве своих представители малочисленных народов, которые, это и буряты, и жители Дагестана, и других национальностей, которые отправили на войну, и они погибают и угорают в этой топке войны без их воли. И поэтому я думаю, что с этой точки зрения надо задаться очень хорошими вопросами и думать относительно того, что может ожидать людей, если они не смогут сами за себя решить эти вопросы. Относительно экономической ситуации, да, вы правы, очень тяжело. Рост цен на энергоносители за последнее время это очень сильно ударило по доходам населения и по восприятию, и по покупной способности. Но вы, как говорили, что у вас опыт работы в госсекторе больше 50 лет, у вас очень огромный жизненный опыт. Но у меня на вашем месте я бы задал вопрос всем тем, кто правил этой страной 30 лет. Как-то у людей память очень короткая, и они смотрят только на последние 2-3 года при любой власти. Но люди не задумываются на то, что делалось на протяжении 30 лет для того, чтобы экономика работала, для того, чтобы у людей была работа. Я не думаю, что 20 лет назад в автономии, либо на территории всей Республики Молдова было больше рабочих мест, или у людей было больше доходов. Я помню, когда в 2000 году моя сестра, преподаватель в университете, зарабатывала 2001 году зарабатывала 123 лея, а ее муж, инспектор налоговой инспекции, зарабатывал 200 леев в месяц. Но если мы будем постоянно жить в прошлом и не думать о будущем, не думать о развитии, мы все время останемся и будем горевать по прошлому. Давайте думать, и вы вот еще сделали ссылку на то, что наши дети работают в Европе, и что им там мало платят. А у меня такой вопрос, они почему не работают там, где раньше работали? Ну, до того, как они все уехали в Европу. В Европу они начали ехать последние 10 лет. Они со школы уехали. Они не работали вообще. Они со школы встали и уехали. О чем вы говорите? Рабочие места должны создаваться экономикой, и люди должны... Мы не у власти, мы не власть. Мы не власть, власть выбирают люди. Мы не представители власти. Меня господин посол представил, я Василий Пломодял, торговый советник в делегации Европейского Союза. Торговый советник? Да. Очень важную тему вы подняли, и мне хотелось сказать, что мы с Латвией, самое
Самая большая проблема нынешнего государства Республики Молдова — это огромнейшая миграция. Это единственное, что мы массово поставляем на рынки Европейского Союза. Оно обгоняет и вино, и зерно, и IT-технологии и так далее. Но я хотел бы услышать, как именно ваша страна преодолела это, потому что по той информации, которая у нас есть, 70% населения работоспособного Латвии работают тоже на рынках Европейского Союза, в том числе и Великобритании. Спасибо. Знаете, я думаю, что ответ на многом будет перекликаться с ответом на предыдущий вопрос. Поскольку, да, когда Латвия вступила в Евросоюз, она столкнулась, как и другие страны, которые вступили в Евросоюз, с проблемой миграции. Почему? Потому что уровень жизни отличался. Я думаю, что в Республике Молдова эта ситуация даже более обосугублена, поскольку для жителей новых членов эта возможность появилась только в день вступления, а в Республике Молдова проживает примерно 1 миллион людей, которые уже сейчас имеют возможность свободно перемещаться. И на протяжении долгих лет это была проблема. Она перестала стать острой проблемой примерно, скажем, 10 лет тому назад. И только в последние 2-3 года процесс миграции пошел в обратную сторону, то есть где миграционная сальдо или он около нуля, или возвращаются больше, чем уезжают. Почему? Потому что уровень жизни выровнялся, что люди почувствовали, что они и в Латвии, это не касается только Латвии, это тот же самый процесс примерно в то же самое время проходил и в других странах, когда это отличие от старых членов уменьшились. Они не сошли на нет, конечно, еще отличия есть, но есть и преимущество жить в своей стране, конечно. Поэтому я думаю, что не обязательно получить ситуацию, когда в Республике Молдова будет 100% от среднего европейского. Я думаю, что молдаване ценят свою страну, свою семью, свои родственные связи, которые, конечно, нельзя выразить только деньгами. Ну и поэтому я думаю, что нужно делать все возможное, чтобы этот процесс различий как можно быстрее пройти. То есть, чтобы уровень доходов поднялся быстрее. И, как я уже говорил, я не вижу других быстрых путей, как интеграция в Европейском Союзе. Поскольку вы уже сталкиваетесь с негативными последствиями миграции, но у вас нет сейчас возможности получать те дополнительные возможности, которые есть у стран-членов. Это были какие-то программы по возвращению мигрантов? Да, и были и есть программы по возвращению мигрантов, но если не сравнить их влияние и влияние того, что просто зарплаты стали выше, это однозначно. Да, у нас сейчас и в Латвии, например, есть такие координаторы реэмиграции, которые, такие one-stop agency, что в 4 больших регионах есть человек, у которого функция как раз помогать советам тем, которые хотят возвратиться, как, скажем, обустроить детей в школу, на какие социальные блага у них имеется право. То есть это важное дело, конечно, но это не тот механизм, который может массово возвратить людей обратно. Уважаемые участники, у нас есть еще немного времени для двух вопросов, если желаете.
житель города Вулканеш, Кирич Сергей, временно не работаю. Такой вопрос, два вопроса. Это вот один из них. Если можете, вот вы как житель Евросоюза сказать, почему Великобритания вышла с Евросоюза, причину, да? И почему Швейцария, кажется, Норвегия не входит в Евросоюз? Это значит, у них или национальный интерес, да, преобладает, или все-таки не все так, как, прозрачно? И второй вопрос по теме. Фонды Европейского Союза, они на что нацелены? На развитие, допустим, устранение, ну, я не знаю, причин или последствий, устранение последствий, но никак не на устранение самой причины, мне так кажется, потому что я могу привести вам пример, что европейские банки, я уверен, что не дают европейским, ну, бизнесу под такие проценты кредиты. Потому что кредиты у нас здесь, посмотрите, очень просто живут только банки в Молдове. Вам не кажется, кто придет в банки и скажет, что возьмет по 2-3% кредит? Или что у нас, я не возьму Кишинев, да, там Мегаполис, Миллионник, там строится жилье, да, молодым семьям строится, они остаются. У нас здесь, в городах, покажите, последний раз это в Советском Союзе поднялась какая-то многоэтажка. У нас проблемы с жильем, и молодежь, они видят, они уезжают. И у нас ничего не строится. И даже кредиты, хорошо, любая строительная компания взяла бы какой-нибудь кредит и построила бы что-нибудь, ту же многоэтажку, но нету таких кредитов для строительных компаний, да, вот чтобы что-то было, я хочу завод построить, да, или там маленькую ферму хочу построить, я иду, но у меня нету кредита на 3%, на 1,5%, на 2%, мне дают по 17, по 18%. Как можно, как я могу строить это, ну, кредиты на строительство, это они долгосрочные, на перспективу. Как я могу это делать, если меня задушат уже через год-два? Спасибо. Спасибо. Во-первых, может быть, я начну как раз с кредитами, поскольку одна из тех программ, которые Аурика затронула, это план по развитию Молдовы, эти 1,8 миллиардов евро, огромная сумма, конечно, и часть из них будет составлять кредиты. Почему? Потому что даже у Европейского Союза наши возможности предоставлять гранты, но не безграничны. Конечно, 300 миллионов для обычного человека это огромные деньги, но для того, чтобы подтолкнуть развитие страны, этого может быть недостаточно. И поэтому то, что Евросоюз в этом случае сделал, это заем на внешних рынках, но, как вы представляете, это под те условия, которые доступны Евросоюзу. И Евросоюз это хороший платежеспособный клиент, и вследствие того процент кредитов очень низкий. Вот в этом случае мы говорим о кредите, который, во-первых, в первые 10 лет не нужно будет возвращать вообще. И потом этот процент, который будет идти, это примерно сейчас 3%. То, что вы как раз упомянули, и что, как вы знаете, меньше процента инфляции в Республике Молдова. То есть эта цена кредита будет постепенно уменьшаться, при том, что это не потребительский кредит. То есть это не для того, чтобы его, скажем, буквально съесть. Это как раз предназначено для инвестиций в инфраструктуру, и план заключается в том, чтобы увеличить вдвое объем молдавской экономики за 10 лет. То есть, если это случится, то и то, сколько от вашего валового продукта будет занимать этот долг, будет вдвое меньше через 10 лет.
Но я думаю, что, я надеюсь, что это будет и толчком и для развития в других сферах, не только тех, которые будут затронуты этим планом. Насчет Великобритании и Швейцарии. Ну, во-первых, я думаю, что там есть два ответа на ваш вопрос. Во-первых, это хорошо показывает, что Евросоюз – это демократия. Из Евросоюза возможно выйти. Есть такие формирования, от которых выйти нельзя, которые только думают о том, как в себя включить новые территории. Но, насколько я знаю, в Великобритании они не слишком рады тому, что им удалось достичь. Насколько я знаю, это было тоже вследствие дезинформации, поэтому я думаю, что это еще один урок, который следует извлечь, что дезинформация и пропаганда может затронуть не только бедные страны, но и процветающие страны. И поэтому нужно трезво оценивать то, что вы слышите или по телевидению, или в социальных сетях. И второй аспект, это парадоксально в том, что это богатые страны, поскольку они тоже знают о этом принципе структуральных фондов. Если бы Швейцария вступила в Евросоюз, она моментально стала бы страной-донором, поскольку она более процветающая, чем многие страны на востоке Евросоюза. Они для себя просчитали, что да, хотя есть преимущество от того, что быть частью Евросоюза, но для них лучше быть вне. Конечно, и Швейцария не существует совершенно без европейских норм, поскольку они тоже вовлечены в европейских рынках, в этих цепях производства, но они для себя решили, что для них лучше так. И поэтому я думаю, что в этом, к сожалению, Молдова отличается от Швейцарии, что вам не грозит стать донором в тот момент, когда вы вступите в Евросоюз. К этому нужно стремиться, но это не будет сразу. И относительно экономических и торговых отношений я хотел бы добавить, что даже если Швейцария не находится в Европейском Союзе, то она 4-й по важности торговый партнер Европейского Союза. Это говорит о том, что она очень глубоко интегрирована в европейскую экономику. И по отдельности швейцарская экономика не может работать без европейского рынка. И тот факт, что политически Швейцария не состоит в Европейском Союзе, не говорит о том, что она не имеет торговых отношений, не имеет бизнес-отношений с Европейским Союзом. И с этой точки зрения у них есть между Европейским Союзом и Швейцарией есть Central European Free Trade, not central, but it's EFTA countries. Есть соглашения о свободной торговле, в которых входят Швейцария, Норвегия, все те страны, которые вы также упоминали, и которую подразумевает их экономическую интеграцию. А политическая составляющая — это что-то, которое эти страны себе в контексте их общего развития могут позволить и могут себе оставлять за собой, в каком политическом смысле им развиваться.
Я более чем уверен, что если Швейцария, либо Норвегия, либо другая страна с подобным уровнем развития захочет вступить в Европейский Союз, и тут даже не идет речи о том, что будет ли она донором или получателем фондов с Брюсселя, то для них не будет проблемы вступления, потому что на законодательном уровне, на нормативном уровне все легальное поле и абсолютно все стандарты и все системы, они идентичны тем, которые работают в Европейском Союзе. Из-за этого и есть такая глубокая экономическая интеграция. Относительно кредитов и их стоимости. Стоимость кредитов на любом рынке исчисляется и рассчитывается из некоторых параметров. И основным параметром является макроэкономическая стабильность страны, в котором и банковской системе, в которой идет кредитование. К сожалению, за 30 лет независимости я уже не помню, сколько банков в Молдове возникало и потом сколько их исчезало. Также идет речь об инфляции, которая напрямую влияет на ставку, на эти ставки, на кредитную ставку, на базовую ставку Нацбанка, из которой в дальнейшем рассчитываются эти проценты по кредитам. К сожалению, за 30 лет независимости финансовая система Республики Молдова не смогла стать устойчивой к внешним и экономическим шокам. Поэтому и все это кредитование, особенно в национальной валюте, является таким дорогим. И, конечно, не самый маловажный факт, который повлиял на это тот самый банковский кризис 2014 года, который поставил на брюхо всю банковскую систему, и с ее последствиями Молдова еще справляется сегодня и будет их решать еще много лет впереди. Это является одним из вопросов, почему кредиты не являются, ставки по кредитам не являются низкими. Но исходя из того, что вы говорили, например, с помощью Европейского Союза и с помощью организации по развитию предпринимательства ОДА, государственные органы, Министерство экономики и правительство поставило госпрограммы по предоставлению преференциальных кредитов. Это в особенности это программа 373, в которой выдаются и государство компенсирует ставки по кредитам для валюты в 3%, а по леям в 7%. Это строительство не входит в 373. Я понимаю, но я думаю, что постепенно данные возможности будут распространяться и будут расширяться. И если будет востребованность, я более чем уверен, что подобные вещи будут расширяться. И про проект. Мы объявляем конкурс и приоритеты для каждого конкурса. Мы не указываем, что вам нужно написать в предложении. И один хороший пример в рамках программы мэра за экономический рост. Мы объявили конкурс, и в Единец они попросили построить фабрику, где сейчас работают 200 человек, около 200 человек. В Унгень они построили туристический центр. В Чемишли они покупали автобусы. Все зависит, какие у вас нужды на местном уровне. Мы не указываем, что там написать. Поэтому я бы порекомендовала обратить внимание на нашу официальную страницу. И когда мы объявляем конкурс, вам нужно просто написать заявку и пройти через конкурс и
потом внедрять проект на местном уровне. Наш приоритет обычно социальное развитие, экономическое развитие. Там нету конкретных требований, которые вы должны учитывать, когда вы предлагаете, какие проблемы вы хотите решать здесь на местном уровне. Ну, относительно строительства, то, что вы говорили, например, все зависит от тех проектов и того, чего вы хотите сделать. Если вы, например, хотите получить кредит для того, чтобы построить 15-этажное здание тут в Вулканештах, то, может быть, вам не дадут. Но ЕОДА это не является тем инструментом, который вам должно помочь в этом смысле. Для этого речь и переговоры должны быть ведены либо с большими финансовыми институтами, например, EBRD является одним из таких финансовых учреждений, который может потенциально финансировать такого рода проекты. А вот если вы, например, владеете компанией, которая занимается ремонтными работами, либо устанавливаете и производите разного вида оборудования, и вам надо докупить, например, какое-то оборудование, либо поменять его на более новое, на более энергоэффективное, то инструменты, которые есть у ОДА, они вам могут помочь. E373 это не основной, который вам может помочь. Вы в основном говорите о предпринимателях, которые уже имеют какое-то производство, которые уже встали на ноги, а не о людях, которые хотят что-то начать. Потому что для того, чтобы что-то начать, знаете, когда миллионера спросили, отчитайся о своих налогах, он сказал, я отчитаюсь за каждый доллар, но не спрашивайте, где я взял первый миллион, да? Вот его первый миллион и своровал, и ему достался где-то. Вот у меня нету этого первого миллиона, чтобы, допустим, дальше обратиться к вам, к примеру, да? Что-то начал, вот, вы же не 100% покрываете, да? Вот я пришел бы со своей программой, вот мой бизнес-план, не 100% покроете. 10% нужно. Ну, остальные проценты где я должен взять? С зарплаты 5000 лей или с пенсии моей мамы 2000 лей? Ну как мне начать? Я пойду в банк, возьму кредит, но там 18-19%. Вот в чем вопрос. Дайте мне кредит по проценту, дайте мне каникулы. Слушайте, для того, чтобы вам кто-то давал кредит, у вас должен быть бизнес-план. Для того, чтобы вы объяснили то, как вы хотите его использовать. Если у вас такой бизнес-план есть, возьмите и обратитесь в ВОДу, и они вам скажут, что государство через их инструменты может вам дать и чем они вам могут помочь. И если надо будет кофинансирование, либо привлечь финансирование в виде банковских кредитов, они смогут вам гарантировать, если у вас не будет возможности поставить что-то в залог. Они могут предоставить эти гарантии вместо залога. Но для этого надо, чтобы вы к ним обратились и обсудили этот бизнес-план, чтобы у вас было ясно то, чего вы хотите. А просто говорить, что дайте мне кредит, дайте мне 10 тысяч евро или 100 тысяч евро, и я потом, и не спрашивайте меня, на что я его буду тратить, так никто не даст. Так не даются деньги даже не в Европе, нигде. Если у вас нет бизнес-плана, то вы можете пройти... Банки не дают кредиты. Вы приходите в банк, они смотрят на вас, да, хорошо, да, нормально, но мы не даем. Нет, мы про ОДУ говорим. Если у вас нет бизнес-плана... Я должен сначала пойти в банк, чтобы... Нет. Сначала идите, попросите помощь в ОДУ. Если вы не знаете, как составить этот бизнес-план, они вам поможут. У них есть бесплатные курсы, как создать хороший бизнес-план. И они помогут вам. У них также есть программы для начинающих предпринимателей. Они мне помогли. Мой бизнес-план, да. в банк дальше. Нет, не в
банк. Вы можете начинать с грант на 5000 евро. У них есть такие гранты для начинающих предпринимателей. И потом вы, да, трудно, 5000 евро это немного, но вы можете начать с чем-то. Понимаете, сегодня что-то начать, вы говорите 5000 евро, я что, яйца буду продавать? Нет. Сейчас любой бизнес-план это 50 тысяч евро. Вы хотите любую строительную компанию, вы просто квартиру купить даже не сможете. Сегодня, конечно, одна квартира стоит 60 тысяч евро. Вы говорите о 5000. О чем? Если для начинающих и для молодых предпринимателей это хороший. Но вы хотите открыть... Сейчас я просто не хочу свои идеи выдавать и говорить. Это просто точно. Ну тогда вы пишите, да. Если вы будете читать, вам это не надо вас... Пишите бизнес-план, и ОДА поможет. Люди, которые могут воспользоваться. Я не говорю конкретно, я говорю, что конкретно, когда подходишь уже в банк, хотя бы брать вот эти, вы даете какие-то гранты, вот, да, там еще что-то. Мне не хватает где-то 30-40%. Но у них есть разные. Для того, чтобы банк дал эти. Но у них есть разные программы. Не работает. Я вам говорю. А вы спрашивали? Я был, я не спрашивал. Нет, сначала нужно идти в ГОДА. У них есть разные программы. Не во всех программах нужна своя контрибуция. Там есть гранты, 100% грант. Не нужно прийти со своей контрибуцией. Я оставила ссылку на официальную страницу ГОДА. Можно зайти и проверить все условия для всех программ. Да, я оставила ссылку на официальную страницу. Вы можете зайти. Там туристическое, если что-то хотите свое открыть, там не нужна контрибуция. Или для начинающих предпринимателей тоже не нужна контрибуция. Только бизнес-план. И они бесплатно могут помогать вам составить этот. У них есть курс. Даже на онлайн-курс у них есть. Вы можете пройти этот курс здесь. Не нужно поехать в Кишинев для обучения. Вот это постановление правительства 373, оно очень хорошее, как имеется в виду. Единственное постановление, которое смотрит в сторону бизнеса, да, людей 373. Его надо расширить. И давать вот 373, знаете, кто пользуется? Миллионеры, которые уже имеют денег, бизнес, которые они, конечно, им легко, потому что они обеспечены. У него есть и что заложить. Ему легко прийти в банк, у него все есть. Он это получает. Богатые пользуются этими инструментами, это создано не для бедных. Но не обязательно, чтобы использовали 373. Есть разные программы. Но вы... Правительственная программа 373. Нет, не только одна. Там есть 8 программ. 8 программ. Я оставила ссылку. Вам просто Спасибо нужно за найти и участие. прочитать. Пожалуйста, просьба, оставьте ваши электронные почты. Мы вам отправим презентацию, ссылки на все эти возможности финансирования. Господин мэр Вулканеш, просьба заключительное слово. Всем большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Итоги встречи мы все видели. Самое главное, сегодня диалог прошел открыто и самое главное, честно. Вам, господин посол, большое спасибо за визит в наш город. Мы надеемся с вами на сотрудничество в рамках проведения новых проектов, не только города и Вулканешского района, потому что мы только на сегодняшний день говорим по поводу нашего Вулканешского района. Правильно коллеги мои сказали, правильно жители сказали, потому что мы немножко находимся в том эпицентре, потому что на нас немного забыли. Я надеюсь, в следующий раз визит мы не только с вами поучаствовали в дискуссиях, мы покажем, какие у нас на сегодняшний день реально большие проблемы в нашем городе. Чтобы это, и надеюсь, нас услышать и в центре, и не только словами, но и делом. Вам всем большое спасибо, участники, вам, господин посол, уважаемые ваши коллеги тоже. Спасибо большое.